Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Начинается визит президента Туркменистана в Таджикистан. Авиакомпания «Туркменистан» приглашает на обучение бортпроводников. Рашид Мередов принял участие в заседании Совета глав МИД стран Центральной Азии и другие новости. Сегодня президент Сердар Бердымухамедов отправится с двухдневным рабочим визитом в Республику Таджикистан, в рамках которого глава Туркменистана примет участие в 5-й консультативной встрече лидеров стран Центральной Азии и очередном заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала. Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов принял участие в заседании Совета глав МИД стран Центральной Азии. Руководители внешнеполитических ведомств выразили уверенность, что предстоящая в Душанбе встреча глав центральноазиатских государств будет иметь большое значение в достижении конкретных результатов. В последние годы страны Центральноазиатского региона реализуют существенные и масштабные меры, направленные на поддержку устойчивого социально-экономического и экологического развития, создание инновационной промышленности и развитие транспортной инфраструктуры. Авиакомпания «Туркменистан» приглашает на первоначальное обучение бортпроводников. Обучение будет проходить на платной основе в течение 3 месяцев и будет включать в себя теоретические и практические занятия. Прием документов будет осуществляться до 18 октября. Для ознакомления с требованиями кандидатам на обучение бортпроводников и перечнем необходимых документов посетите официальный сайт авиакомпании. Министерство образования Туркменистана утвердило порядок выдачи справок об обучении в образовательных учреждениях лицам, не завершившим определенный уровень образования, не принимавшим участие в итоговом государственном экзамене, либо показавшим неудовлетворительные результаты на итоговом государственном экзамене. В соответствии с новым приказом, опубликованным на сайте Министерства юстиции Туркменистана, утверждены образцы справок о неоконченном образовании в общеобразовательных учреждениях, профессиональных школах, средних и профессиональных школах и высших учебных заведениях. В Туркменском национальном институте мировых языков имени Азади состоялась торжественная церемония по сдаче в эксплуатацию 3 кабинетов для обучения японскому языку. Кабинеты были отремонтированы в рамках проекта правительства Японии. В торжественной церемонии принял участие посол Ямамото Хироюки. В Душанбе 14-15 сентября пройдет фестиваль плова, приуроченный к празднованию независимости Таджикистана. В рамках фестиваля также будет представлена выставка национальных блюд, посвященная фруктам и овощам, выращенным в Таджикистане. Мероприятие пройдет в парке культуры и отдыха имени Фирдоуси. На фестиваль приглашены дакхани и земледельцы из городов и районов страны, которые представят свою сельскохозяйственную продукцию и изделия народных ремесел. Выставка работ современных иранских мастеров открылась в Государственном музее истории и религии Санкт-Петербурга. В экспозиции, объединившей порядка 100 экспонатов, представили картины, керамику, вышивку ремесленников. Экспонаты предоставил культурный центр при посольстве Исламской Республики Иран. Выполнены они в традиционных для Ирана техниках. Посетители выставки могут ознакомиться с видами декоративно-прикладного искусства иранского народа, насчитывающими более 1000 лет. Американский спелеолог и инструктор по спасению людей на глубине Марк Дики был спасен из пещеры спустя 2 недели. Мужчина провел много часов на дне одной из самых глубоких пещер Турции с кишечным кровотечением и в ожидании помощи. В спасательной операции принимали участие более 180 человек, добровольцев из 8 стран, а также представители управления по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Турции. Пресс-служба гонконгского Кичи поделилась командной фотографией на сезон 2023-2024 года. На общекомандной фотографии присутствует полузащитник сборной Туркменистана Руслан Мингазов, который признан лучшим игроком чемпионата Гонконга по итогам прошлого сезона. Напомним, что Кичи готовится к розыгрышу Лиги чемпионов АФК. Действующий чемпион Гонконга сыграет в зоне «Восток» в группе F вместе с вице-чемпионом и обладателем Кубка Республики Корея Чонбук Hyundai Motors, серебряным призером и победителем Кубка чемпионов Таиланда Бангкок Юнайтед и вице-чемпионом Сингапура Lion City Sailors. Матчи группового раунда главного клубного турнира Азии пройдут с 18 сентября по 13 декабря. В Ашхабаде проходит семинар ФИФА для судей футзала, организованный Федерацией футбола Туркменистана. Семинар будет проходить с 12 по 16 сентября и будет посвящен повышению квалификации судей, их физической подготовке и улучшению качества судейства.
Кроме того, судьи пройдут сдачу нормативов ФИФА по физической подготовке. Перенесший операцию главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола вернулся к работе с командой. Испанский тренер 22 августа перенес в Барселоне плановую операцию на спине, после чего восстанавливался в медицинском центре. Во время отсутствия Гвардиолы его обязанности исполнял ассистент Хуан Лильо. Манчестер Сити под руководством Гвардиолы в прошлом сезоне победил в Лиге чемпионов, а также стал чемпионом и обладателем Кубка Англии. В конце августа он был признан тренером сезона 2022-2023 года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.